Много говорят о кризисе татарской нации. Особенно, конечно, эти разговоры усилились после Всемирного конгресса татар 8 по счету. В этом году Всемирному глобальному вот этому форуму татар исполнилось 30 лет. И, по сути говоря, эти 30 лет подвели черту под тем романтическим периодом, да, постсоветским, когда татары и другие народы были вдохновлены свободой, были полны решимости и перспектив для того, чтобы создать такую единую нацию, для того, чтобы обрести достоинство, свободу и жить согласно тем заветам, которые им оставили предки. Но мы видим, что часто романтические устремления, они ломаются и разбиваются о стены реальности. Потому что то, что произошло, конечно, с одной стороны это позор, а с другой стороны это логическое продолжение того отступления, предательства, лжи и лицемерия, которое мы наблюдали в последние годы. Сдавали республику, язык, нацию, сейчас предали, собственно говоря, ее честь, поддержав агрессию Путина против Украины. Это колониальная война. А мы, татары и другие народы, мы должны быть на стороне тех, кто борется против колониального гнета, кто выступает против шовинизма и имперского устремления. Но мы заняли сторону того, кто нас гнетет, мы заняли сторону палача, господина с плеткой. Это, конечно, мазохизм в какой-то степени. Здесь можно долго рассуждать, почему так случилось, зачем, почему мы не смогли выстроиться. Я думаю, что дискуссии на этот счет будут продолжаться не 1, не 2 года. Об этом еще напишут диссертации, книги, фельетоны, возможно. Я бы хотел предложить другую, такую во многом интеллектуально-провокативную идею. Понятно, что Казань и Татарстан, которые были центрами татарского мира, они потеряли этот статус, потому что теряется моральный авторитет. Морально-духовный авторитет теряется, и все остальное разъезжается. Все, нитки начинают расходиться, подгнивать. И вот, казалось бы, только-только собранное, единое татарское политическое тело начинает отходить от своего якобы центра. Я не считаю, что Казань должна быть центром сейчас, так. Хотя, понятное дело, всю жизнь прожил в Казани, родившись при этом в Ульяновске. Я считаю, что центр это там, где мы. Центр это там, где мысль. Центр это там, где борьба. В конце концов, нация это люди. Это не территория. Потому что без территории мы можем жить. Мы можем расползтись по городам и весям. Но нас собирает понимание единства и ощущение того, что мы принадлежим к некому целому. Это то, что называется экстерриториальная нация. Экстерриториальная махалля. Так жили наши предки в прошлом. И ничего в этом нет. Татары один из самых дисперсно раскинутых народов в мире. Лишь порядка 25-27% татар живут в Татарстане. Да, они туда стекаются, да, понятно, что там есть институции татарского народа. Но это сейчас уже ни о чем не говорит. Потому что в эпоху информационного общества, когда каждый человек, один человек может стать полноценным институтом, он может заниматься просвещением, читать лекции через интернет, объединять людей, впрыскивать какие-то импульсы интеллектуальные, духовные. И он уже институт целый. Зачем ему какие-то крупные там бюрократические формирования, которые есть, например, в Казани? Что, надо провести какой-нибудь сабантуй? Да что, сложно? Списались на интернете, создали, так сказать, общее поле, обсудили, деньги заплатили, собрались, провели, разошлись. Все. Ничего не надо. Это и есть вот
подлинная низовая демократия. Это и есть власть настоящих людей, активных людей. Это и есть меритократия, а не избранные бюрократы, которые от имени нации решают, вещают и еще нас поучают жить. Но более того, они от имени нации участвуют в преступлениях. В прямом смысле против человечности, то, что сейчас происходит. Я к этому, например, отношения не имею. И всю свою сознательную жизнь этому противостоял, как известно. Что очень легко доказывается и верифицируется. Я думаю, что центр теперь не там. Центр должен уйти. Встает вопрос, где он должен быть? Ну, как ртутный шарик, знаете, он может быть там, может быть здесь. Он смещает центр тяжести. Вот давайте возьмем, например, тот же Мишарский пояс. Я не хочу ни в коем случае сегрегировать татарскую нацию, но мы знаем, что есть мишари. Они проживают, так сказать, по кайме Татарстана. Это и Башкортостан, это Чувашия, Москва, Пенза, Саратов, Самара, Оренбург, в конце концов. И в Сибири очень много половин мишарей. И они являются, помимо всего прочего, военно-сословным общинным устройством. То есть это, по сути говоря, каста воинов была в средневековье, в позднее средневековье, которая составляла элиту. Это рыцари татарской нации, которые с потерей политики, государственности вынуждены были идти, да, работать, охранять границы и так далее. И они за счет этого, за счет того, что оказались в иноязычной, в иноконфессиональной среде, выработали в себе навыки жесткие. Они сохранили ислам как религию. Они сохранили идентичность, потому что знали ей цену. И боролись за эти права. Они боролись за это собственное наследие. Поэтому мишари такие жесткие, деятельные, боевые. Поэтому они и составляют вот такой внутреннюю динамику внутри татарской нации. Ну, известно, что есть такая поговорка, которая говорит, что мишаляр татарның каймағы, то есть они сливки татарской нации. Это в том плане, что их активность, их пассионарность является пропорцией, частью той стратегии жизненной, которую они придерживают. Это стратегия борьбы. Это стратегия чести, достоинства, бесспорно. Да, могут возразить, они не столь культурные, что они сильно оторваны, скажем, да, или не сильно интегрированы в культуру татарского мира. Ну, как бы вот заказание, условно говоря. Ну, понятно почему. Потому что они были оторваны и в советское время, нам не давали сойтись, не давали соединить эти нити. И, конечно, они формировались как отдельная, так сказать, единица этнодуховная. Где-то там отдельно формировались, но они сохранили и самосознание историческое, и исключительность. И не предавали своих идеалов, как известно. Где вы куда ни поедете, в Пензу, Саратов, Самару, в Ульяновск, Чувашия, Москва, Касимов, все мишари достаточно следуют кодексу ислама и кодексу татарина. Это так, если обобщить. Если брать исторические аналогии, то, конечно, я люблю сравнивать татар с немцами, с германцами. Почему? Мы самый северный татарский народ, самый северный исламский народ, мусульманский, я извиняюсь. У нас есть вот ощущение такого необходимости выстраивания всегда проектности какой-то, проектной деятельности. Мы любим порядок, да, в отличие, например, от южных стран или от южных наших там собратьев, где эмоциональное часто превалирует над разумным. Это неплохо и не хорошо, это вот так есть, так сформировалось, так утвердилось. И, собственно говоря, вот это вот желание строить, создавать, организовывать и придерживаться четких правил, это вот качество в том числе
татар и мишарей. Вспомните, как пруссаки, Пруссия, стали основой и ядром формирования германской нации. Кто такие пруссаки? Это бывшие рыцари, бывшие рыцарские ордена. Это воины, как известно. Как сказал Мирабо, один из моих любимых деятелей Великой Французской революции, у каждого государства есть армия, и только у прусской армии есть свое государство. По сути говоря, мишари это пруссаки. И с них началось, как известно, в 19 веке формирование германской нации. Я не беру Германскую империю, это отдельный вопрос. Но германская нация, как единое целое, с ощущением своего предназначения в истории, это пруссаки. Конечно, там поработал Гегель, там поработал Кант до этого и Шеллинг, Фихте. Но это интеллектуально. А людьми, кадровой основой стали те самые пруссаки. Поэтому надо, я думаю, смещать центр тяжести в те поля, в ту сторону, где есть воинский дух, дух борьбы, дух чести, где еще под всякими благовидными, заковыристыми формулировками не занимаются предательством. Да, высокоразвитая культура, песни, пляски, концерты, консерватории. Да что толку-то от этого? Если у вас не будет людей, к кому вы будете обращать весь свой этот культурный запал. Куда? Зачем? Как сказал классик, цивилизация это застывшие формы. Если она не имеет пассионарного энергетического движения, агрессивного даже, то она застывает и теряется. Она уходит, собственно говоря, об этом говорил Лев Николаевич Гумилев. Культура это застывшая форма вот этой лавы магнетической, которая теряет силу и вот красивыми такими формами застывает, перламутр где-то вот блестит, где-то различными красками на солнце играет, бликует. Но это памятники, это музей. Я лично не хочу, чтобы я был музейным экспонатом. Я не хочу, чтобы мой народ таковым был. Мы хотим, чтобы он жил и развивался. Мы хотим, чтобы он чувствовал себя не второсортным, не третьесортным, не тем, кто поддерживает вот эти преступления и участвует в колонизации и имперской вот этой вот политики. Мы нахватались этого много за 450 лет. Неужто этого мало нам, чтобы понять, что мы сами должны быть хозяевами своей жизни? Поэтому я думаю, что центр там, где мы. Центр там, где находится мысль. Центр там, где есть противодействие. Центр там, где есть ориентация на будущее. А не там, где предательство, подлог и смирение с чувством унижения.